Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь в выпуске. Разработки для развития. То есть это энергоэффективное. В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум. Какие разработки будут двигать отрасль в ближайшие годы, увидел Рамиль Шайдуллин. Этого ждали полвека. Спортшкола была хорошая, но условия были не очень. Как преобразилась спортивная школа Лениногорска после капремонта? Филюза Хамидуллина. Поменялись планы. Очень изменчив мир. Что решено сделать в Гавриловской роще, узнал Дмитрий Аренин. Полное обновление. Удобно и приятно, комфортно. В новой части. В каких новых условиях работают спасатели, увидела Вероника Гайнудинова. Казань сегодня стала центром притяжения крупнейших российских и зарубежных компаний. Стартовал трехдневный Татарстанский нефтегазохимический форум. Открыл его Рустам Минниханов. Впервые он проходит на Казань-Экспо, на площадках которого обсуждают, с какими вызовами столкнется нефтедобыча и переработка страны в ближайшие годы. Рамиль Шайдуллин об итогах первого дня. Средняя урожайность составляет 36,7 центнеров гектара. Этот каравай испекли из нового урожая. Отнинские аграрии первыми закончили уборку и благодарят нефтяников. Именно льготное топливо помогло технике работать на всю мощь. Какие виды топлива появятся еще, сегодня говорят на Казани-Экспо. Все мы соскучились по таким форумам. Республика только что отметила свои первые 100 лет. Нет такого второго региона, который бы за эти 100 лет так продвинулся в своем развитии. Главная тема форума – нефть, газ и переработка. Здесь нефтяники, ученые, IT-специалисты. Представлены отечественные и зарубежные разработки. Уникальный бокс в апреле в период пандемии разработала Татнефть. Благодаря этой капсуле в безопасности как заболевшие, так и окружающие. Сам бокс он состоит из двух. Это сама капсула, куда помещается герметичная капсула, и блок вентиляции. И таких прорывных решений здесь сотни. На мне очки виртуальной реальности, которые позволяют даже побывать в специальной лаборатории, при этом не покидая стенда. Пройдя обучение в этой программе, студент будет принципиально понимать, что он делает. Соответственно, это ускоряет созревание плодов, то есть это для тепличных хозяйств. Маски не показывали? Будем. А эта установка имеет прямое отношение как к нефти, так и к сельскому хозяйству. Но для нее нужно только хорошее сырье, а его все меньше. С каждым годом поиски и разработка нефтяных месторождений становится труднее. Компания активно включается в разработку трудно извлекаемых запасов. Как тогда работать в эпоху тяжелой нефти, отвечают эксперты. Уже в прошлом году, в 2019, доля инновационных технологий уже составляла в суммарной добыче нефти 65%. Подписано 2 сентября 2020 года. Здесь же на полях форума Минпромторг Республики и кемеровская компания азотных удобрений подписали соглашение о сотрудничестве. Рамиль Шайдуллин, Адальмин Дубаев, ТНВ, Казань. КАМАЗы на сжиженном газе, ветропарки и умные счетчики. Об эффективности работы энергосистемы Татарстана сегодня говорили на выездном заседании правительства на Казань-Экспо. Лучше всего работа в этом направлении организована в Альметьевском, Балтасинском и Муслюмовском районах. В числе отстающих – Елабуга, Мензелинск и Дрожжиное. Энергосберегающие технологии внедряются в Татарстане повсеместно, но пока крайне медленно, подчеркнул на совещании президент. Как результат, за последние 4 года энергозатраты снизились всего на 1%. Среди конструктивных предложений – переход на индивидуальное отопление, газомоторное топливо, строительство заправок для электромобилей прямо во дворах. Прозвучала на совещании критика в адрес тех, кто выдает разрешение на продажу участков в зоне газопроводов и электросетей. Руки надо отрывать вот тем, кто подписывает в охранной зоне, это и к газу относится, и электрическим сетям. Выделяет земельные участки, строит поселок, потом эти люди мучаются. Это же потом же линию не уберешь и никуда его не денешь. Есть охранные зоны, где проходит газопровод, где проходит электролиния. Значит, с этим делом надо жестко бороться. В рамках программы энергоэффективности уже завтра начнутся долгожданные работы по модернизации одного из блоков Заинской ГРЭС.
Этот масштабный проект обещают закончить через 3 года. Сегодня на форуме свои достижения представили ведущие предприятия отрасли. О показателях деятельности и разработках они рассказали Рустаму Минниханову. Подробности далее в материале. За счет того, что упруга деформирует в процессе перекачки, гасит турбулентные пульсации давления. Вот так будущие нефтехимики познают принцип работы противотурбулентной присадки, разработка которой не имеет аналогов в мире, уже несколько лет используется в компании «Транснефть». Благодаря ей повышается пропускная способность магистральных трубопроводов и энергоэффективность процесса транспортировки нефти. Производят такие противотурбулентные присадки резидент особой экономической зоны Алабуги «Транснефть Синтез». Энергоэффективность, то есть экономия электроэнергии может достигать 12-15%. 10% это Проект был реализован в рамках программы импортозамещения, и с запуском этого производства мы получили надежного поставщика отечественного химического продукта для трубопроводных систем. Это лишь один из примеров внедрения современных технологий в компании. Этот год здесь посвятили промышленной безопасности. Поэтому в приоритете обеспечить надежную бесперебойную работу магистральных трубопроводов. За прошедший год мы продиагностировали более 3000 километров магистральных трубопроводов, заменили порядка 116 километров магистральных трубопроводов, внедряли энергооборудование в рамках мероприятий по энергосбережению, меняли на более производительные, более с высоким КПД основное магистральное насосное оборудование. За последние 3 года «Транснефть» Прикамье направил на модернизацию производственной инфраструктуры в Татарстане порядка 30 миллиардов рублей. И эти вложения принесли свои плоды. В том числе и в период пандемии, когда предприятие перешло на удаленный и вахтовый режим работы. Казаньоргсинтез повысил энергоэффективность и снизил негативное воздействие на окружающую среду. Сегодня на нефтегазохимическом форуме они представили результаты одного из этапов модернизации этиленового комплекса. Дамы и господа, Татарстанский нефтегазохимический форум 2020 года объявляется открытым. На форуме более 100 компаний, и для большинства особое внимание вопросам экологии. Вот Казаньоргсинтез делится результатами одного из этапов модернизации своего этиленового комплекса. Результаты оценивает президент Рустам Минниханов. Этот проект повысил эффективность работы этиленового комплекса и усилил безопасность производства. За счет этого в прошлом году экономили около 200 миллионов рублей. За счет снижения потребления пара около 150 миллионов. И за счет снижения потребления электроэнергии, которая связана была с эксплуатацией дымососов на старых печах, еще около 22 миллионов. Казаньоргсинтезу удалось снизить и воздействие на окружающую среду. Так, на одном из участков предприятия выбросов стало меньше в 4 раза. За эти результаты Казаньоргсинтез отмечен в номинации «Энергоэффективные разработки» в конкурсе «Энергоэффективное оборудование и технологии». Алия Хайрудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. 3D-роботы для создания каркаса зданий, использование стеклопластика вместо стали, а также новые материалы для звукоизоляции. Самые современные нефтехимические продукты востребованы на строительном рынке, однако есть проблемы с их сертификацией и проведением экспертиз. Эти вопросы сегодня обсуждали за круглым столом татарстанские производители. Встреча прошла в рамках нефтегазохимического форума. Ее провел премьер-министр республики Алексей Песошин. Он подчеркнул, все новые разработки изготавливаются из нефтехимического сырья Татарстана. В последние годы остаются вопросы, которые сдерживают применение этой продукции. В частности, это вопросы в области проектирования, прохождения экспертизы, сертификации материалов, ну и некий консерватизм существующего строительного законодательства. Участники форума обсудили применение нефтехимической продукции при строительстве дорог. В Татарстане уже появились эффективные и суперпрочные материалы для создания конструкций, а также добавки в асфальтобетонные смеси. Этот опыт был использован при строительстве Большого Казанского кольца. Новые разработки используют и при строительстве мостов. О том, как далеко вперед шагнула технология добычи нефти и ее переработки, говорили сегодня в Лениногорске. Собственно, с этого города и начинается большая нефть Татарстана. Сегодня здесь с рабочим визитом Фарид Мухамедшин. Как республиканские программы и помощь нефтяников меняют жизнь Юго-Востока, расскажет Филюза Хамидуллина.
Алина Ахмадеева в большой спорт пришла по стопам родителей. 30 лет назад они тоже занимались в этой школе. Уже тогда здание нуждалось в ремонте, вспоминают тренеры. Этой спортивной школе больше 50 лет, и за это время ни разу не было капремонта. Воспитанники занимались в холодных залах, говорят тренеры. Сейчас же совершенно другие условия. Просторные спортивные залы и новое оборудование. Поменяли окна, стало тепло, батареи, свет стал более... Отремонтировали школу по республиканской программе. Из бюджета выделили 43 миллиона рублей. Еще 1 миллион на оснащение. Преображение увидел сегодня и Фарид Мухаммедшин. Лениногорск всегда отличался на Юго-Востоке республики своим содержанием, содержательной работой. Этот обновленный зал СШ-1, пусть там и будет порокающий, здесь будут самые лучшие спортсмены, специалисты. А это уже музей нефти. 10 лет назад здесь был нефтебитумный завод. Теперь же уникальный для России музей под открытым небом. 1000 новых экспозиций, интерактивные зоны. За год комплекс преобразился. Его нужно включить в туристические маршруты, подчеркнул спикер. Нам надо как-то еще больше, более заинтересованно экскурсии проводить сюда, в этот музей. И не только Юго-Востока, детей и взрослых, но и маршрут туризма вместе с Министерством по туризму. Здесь же Фарид Мухаммедшин встретился с главами сельских поселений и нефтяниками. Он подчеркнул, Лениногорск – один из передовых районов не только в нефтедобыче, но и по всем республиканским и федеральным программам. Филюза Хамидуллина, Ирек Хабибуллин, ТНВ, Лениногорский район. Аграрии подводят предварительные итоги уборочной. В этом году Татарстан планирует собрать 5 миллионов тонн зерна. Это на 1 миллион больше, чем в прошлом. Убрано уже 85% площадей. Об этом говорили на коллегии Минсельхоза России. Татарстан сегодня на 4-м месте в стране по объему производства сельхозпродукции. Рустам Минниханов обратился к главе Минсельхоза страны с просьбой сохранить объем возмещения затрат по минеральным удобрениям, от которых напрямую зависит урожайность. Также президент попросил увеличить средства на развитие фермерства, а также повысить лимит по сельской ипотеке. Только в республике вот уже у нас выдано 828 кредитов на 1 миллиард 800 миллионов рублей. Как руководитель рабочей группы Госсовета по строительству, ЖКХ и городской среде выражаю мнение регионов о необходимости увеличения лимитов по данной программе. Татарстанцы готовы активно участвовать в выборах президента республики. Об этом говорят данные социологического исследования Фонда «Общественное мнение Татарстан» по итогам августа. На избирательные участки собираются прийти 83% респондентов. Большинство определившихся, это 81%, планируют отдать свои голоса за действующего президента Татарстана Рустама Минниханова. За Альфреда Валиева, представителя партии «Коммунисты России», готовы проголосовать порядка 5-7% принявших участие в опросе. У представителя партии «Роста» Олега Коробченко электоральный рейтинг в пределах 2-4%. Такой же процент по данным опроса у «Справедливороса» Альмира Михеева и либерал-демократа Владимира Сурчилова. Сегодня в республике начали работу 2806 избирательных участков. Сейчас татарстанцы уже могут посетить их, чтобы проверить свои данные или подать заявление для изменения места голосования. Готовность участков оценил глава ЦИК республики Андрей Кондратьев. Он побывал на одном из них. Сохраняются все меры безопасности, как и на предыдущем голосовании по Конституции. Обучаться школьники в день голосования будут по особому расписанию. Школы работают в штатном режиме, и единственное, что чем будет отличаться, будет немножко расписание подстроено. То есть определенные уроки родного языка, русского языка, истории, физической культуры, они будут проходить в музеях, они будут проходить на свежем воздухе. Максимальное разведение потоков. Вместо гипермаркета и жилых домов детская больница и парк. В Казани, в Роще, на улице Гаврилова решено создать особо охраняемую природную территорию. Такое решение сегодня озвучил мэр Ильсур Медшин. Почему поменяли решение, узнал Дмитрий Аринин. Однозначно решение принято, точно здесь жилой застройки не будет. Жилье решено построить в другом месте. В Роще же на улице Гаврилова на 74 гектарах будет особо охраняемая природная территория, часть национального городского парка. Мы с инвесторами большую проделали работу и договорились о том, что они уходят с этой территории на портовую, мы поменяемся землями. Также на 6 гектарах Рощи планируют построить детскую больницу.
Предлагаем здесь проект больничного комплекса, который основан на принципах естественного оздоровления. Больничный сад связывается с большим парковым пространством. Сохранить на Гаврилова природный ландшафт не раз просили местные жители. Будет парк, а также построить детскую многопрофильную больницу. Это очень необходимо для нашего города, для наших жителей. Я, конечно, заинтересован, чтобы здесь был какой-то парк именно для здорового образа жизни. Конечно, бы очень здорово было бы, понимаете? Вот. Это же ведь все наше, ведь как это, дети растут, куда они сюда. Срок строительства больницы пока не определен. Решение будет приниматься с учетом мнения архитекторов, экологов и общественности. Дмитрий Аринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Быть ли медному руднику в Зауралье? На юго-востоке Башкирии зреет новый экопротест. Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». 8,5 миллиардов рублей в 2020 году в Татарстане на реализацию 3 национальных проектов – демография, образование и наука. Об этом сегодня рассказал Рафис Бурганов. Он отметил, что до конца года в республике планируется создать более 5000 дошкольных мест. В рамках национального проекта образования в 42 школах обновится материально-техническая база. За последние 2 года в сельских учебных заведениях приведены в порядок спортивные залы. До конца 2020 года планируется создать 5030 дошкольных мест, в том числе 2525 ясельных. Будет повышаться доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, проживающих в Татарстане. И к концу второго этапа этот показатель должен достичь 100%, что позволит обеспечить всех желающих местами в детских садах. В республике все больше льготников выбирают соцпакет вместо денег. Об этом сегодня журналистам сообщила главный внештатный терапевт Минздрава республики Диана Абдулганиева. Напомним, в соцпакет входят лекарства, путевки в санатории и бесплатный проезд до места лечения. Денежная же компенсация составляет 889 рублей. Так, за последние 2 года количество так называемых отказников от соцпакета сократилось. А те, кто ранее отказался, еще может изменить свое решение. Для этого до 1 октября необходимо написать заявление в пенсионный фонд по месту жительства. В новых условиях пожарная часть номер 60 из поселка Юдино переехала в новое здание. Гараж для техники, свой тренировочный комплекс и комфортная зона отдыха. Новая часть построена по современным разработкам. На 4-й этаж по штурмовой лестнице нужно подняться за 26 секунд. Отрабатывают нормативы спасатели теперь в новой части. Здесь появился и большой учебно-тренировочный комплекс. И удобно, и приятно, комфортно в новой части. Возможностей больше. Ну да, у нас тут и заниматься, и спортзал полноценный. Это современная, полностью оборудованная часть. Тренажерный зал, комнаты отдыха, гараж для спецтехники высотой до 4 метров. И даже пост, где можно ремонтировать пожарные рукава. Раньше такого не было. Обновилась и техника. Это, например, единственная в Казани автолестница, которая может подниматься на высоту до 60 метров. Что, конечно, позволяет спасать людей с самых высоких зданий. Ну, например, с 20-го этажа точно получится. Конечно, не все могут с такой высоты спуститься вниз по лестнице, поэтому она оборудована и лифтом. Полное обновление – заслуга республики. Пожарная часть раньше была в поселке Юдино, новая – в Залесном, чтобы в краткие сроки пожарные смогли добраться до нужного места. Спасатели выезжают и в ближайшие районы – Зеленодольский и Верхний Услон. Бывают и многоквартирные дома, и частный сектор. Выходные это всегда, к сожалению, происходят пожары в частных банях. У людей бани горят. За 3 года в республике построено и реконструировано 21 пожарное депо, а в частях появилась 41 единица спецтехники. Вероника Гайнудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Сегодня в Республиканском агентстве «Татмедиа» медалями столетия ТССР наградили 59 представителей СМИ за профессионализм и многолетний труд лучших редакторов, корреспондентов и ведущих Татарстана, поблагодарил руководитель «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Много о чем надо было писать, работать, разговаривать. И самое главное, вспомнить историю республики за эти почти 100 лет. И все внесли свой значимый и достойный вклад. Чтобы сегодня республика цвела, имела такой позитивный имидж. Он составляется из труда каждого из нас. Татарстан – это я, Татарстан. Поэтому для меня получение этой награды сегодня очень ценно.
Это все, о чем мы успели вам сообщить. Далее о погоде. До встречи. Всего вам доброго. Учись в Казани, живи с Акбарсдом. Квартиры в ипотеку от 6,5 тысяч рублей в месяц. Звони 295 77 77. Сенсация! В Казанском цирке долгожданное открытие. С 12 сентября фееричное большое цирковое шоу. Сейчас правильно отдыхать у себя. Климат свой, родная среда, настоящий комфорт, все экологично. Все вопросы решат при мне лично. Медицина, бассейн, лечение подобрано. Здесь лучшие кадры персонала собраны. Телефон 386398. Здоровье и силы обратно привозим. Санатории компании Татнефть. Курс на здоровье. Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор. Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Здравствуйте! Лето календарное плавно перешло в лето бабье. О погоде на 3 сентября чуть позже. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево в четверг будет солнечно и тепло, плюс 19. Осадки не прогнозируются. Безоблачно и сухо будет и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Здесь также ожидается вполне комфортная погода. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше без осадков. Дневная температура станет чуть выше, а вот ночная наоборот, всего 6 градусов выше нуля. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре, Балтаси умеренно тепло, но вполне комфортно, также без осадков. На юго-западе, в Болгре, Држаном, Буинске солнечно и теплее, чем в других районах Татарстана, тут плюс 21. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше сохранится ясная погода, без осадков. На несколько градусов станет теплее. После заметного спада жары в республике установилась умеренно теплая, но вполне комфортная погода. Осадки не наблюдается. И еще одна полезная информация. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы рекомендуем отказаться от сложного хирургического вмешательства. Всего один укол позволяет спасти разрушенный сустав даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Приходите в «Доктор Ост», убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Оцените все преимущества новых современных жилых комплексов от компании «Грань». Вам понравится здесь жить. Телефон 2-677-677. Мечта о своей квартире станет реальной в жилом комплексе «Город-парк» Новые Горки от строительной компании «Грань». Квартиры с качественной чистовой отделкой в кирпичном доме. Телефон отдела продаж 2-677-677. 3 сентября в Казани будет малооблачно и без осадков. Ночью плюс 7, днем 20 градусов выше нуля. Ветер северный, умеренный. Атмосферное давление выше нормы 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Магнитное поле Земли неустойчивое. Берегите себя. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.